Электронное или бумажное издание, классика или современные IT-технологии. Такими вопросами задались участники совещания, которое прошло сегодня в Национальной библиотеке. Какой должна быть современная библиотека, узнавал Денис Тишин. Интернет или обычная книга? В споре между современностью и классикой единодушия нет. Кто-то предпочитает читать произведения с экрана мобильного телефона. Другие же листать страницы и вдыхать запах типографской краски. А куда мы чаще всего идем за книгой? Конечно же, в библиотеку. Длинные ряды стеллажей, немногословные сотрудники за стойкой и академическая атмосфера. Вот ставшие уже привычными представления об этом учреждении культуры. Но вот такая ли должна быть современная библиотека в представлении якутян? Однозначно без электронных носителей никуда не денемся, но бумажные издания, конечно, нужно беречь и оставлять. Книжные, чтобы книги были, а не компьютеры. Чтобы можно было читать вживую. Больше всего она должна быть современной, чем сейчас. Они слишком старинные, чтобы в них можно было нормально читать. С 20 июня по 20 июля в республике проходило масштабное социологическое исследование. Оно охватило более 22 тысяч человек из 22 улусов и города Якутска. Жители спрашивали, что должна давать библиотека, что кроме книг вам интересно и какой бы вы хотели видеть библиотеку будущего. Больше всего якутяне хотят, чтобы в библиотеках проходили мастер-классы, языковые курсы и организовывали настольные игры, а также встречи с известными и интересными людьми. Кроме этого, жителям республики важны доступ к высокоскоростному интернету и профессиональные сотрудники в учреждениях культуры. О настоящем и будущем библиотек говорили и участники круглого стола, который прошел в Национальной библиотеке. Взгляд, тенденция такая, библиотеки, они превращаются в такой некий культурно-информационный такой центр, объединяющий. Библиотека еще и имеет большую цель, такую как популяризация себя. Привлечение подрастающего поколения к себе, потому что в библиотеку по статистике сейчас ходят только люди среднего возраста, студенты, и по надобности, скажем так. А в целом библиотека еще и должна быть местом, там, где человек просто может и поработать, может и просто расслабиться, Однако далеко не все библиотеки республики на сегодняшний день могут соответствовать требованиям и ожиданиям граждан. Многие учреждения культуры в улусах вынуждены ютиться в тесных и холодных помещениях, где температура не поднимается выше 8 градусов тепла. Также страдает и материально-техническая база. Помочь решить проблемы может концепция развития библиотек Якутии, которая должна быть разработана и утверждена в правительстве республики уже осенью этого года. Очень высокая потребность. Сейчас идет очень быстрый обмен информацией и, конечно, без библиотек невозможно развитие научного потенциала, невозможно развитие вообще информационного общества. Ясно одно, как бы ни развивались современные технологии и интернет, привычная всем книга все же найдет своего читателя. А значит, и библиотеки будут по-прежнему востребованы у жителей республики. Денис Тишин и Илья Сыромятников, Якутск.